Минприроды Коми отреагировала на выступление этноблогера Генриха Немчинова в Совете Федерации. Днем ранее он рассказал сенаторам о проблеме снабжения дровами жителей района. В качестве примера привел Ижемский район. Как сказал блогер, делянки выдаются таким образом, что дрова приходится заготавливать за 7 километров от села. Рассказал даже о 60-летнем мужчине, который в мороз рубит эти дрова. 60-летний мужчина идет, за 7 километров рубит в мороз. И я бы хотел, чтобы этот вопрос тоже поднялся и решился. Правда, как рассказал уже сегодня в интервью нашему каналу Генрих Немчинов, это все же собирательный образ. Этот мужчина не конкретный человек. Я привел пример. То есть лесобилет же могут дать не только моему отцу, которому 40, но и дедушке 60. Как бы все же равны и всем дают далеко, а надо, чтобы всем давали близко. Валентина Матвиенко попросила проверить информацию, поступившую от юноши, и разрешить проблему. Тем временем Минприроды Коми комментирует выступление Генриха Немчинова. Ижемское лесничество обеспечивает дровами 33 населенных пункта района. Ежегодно районом заключается около 3000 договоров купли-продажи древесины местным населением для собственных нужд с целью заготовки дров. Это самый высокий показатель по работе с местным населением среди лесничеств по Коми. Кроме того, ежегодный объем заготовки дров жителями Ижемского района от 40 до 50 тысяч кубометров. Помимо этого, граждане могут покупать дрова и у предпринимателей. Между тем, вдоль рек Печора и Ижма выделены нерестоохранные полосы лесов шириной до 1,5 километров. Заготовка древесины в них запрещена. Те участки, где сегодня разрешена самостоятельная рубка, максимально приближены к населенным пунктам.